Вошел в мечеть смиренно с поникшей головой, как будто для молитвы, но замысел иной. Кто и зачем совершил кражу в молельне? Не шутки ради. В одной из АЗС в Верхних Ачулках мужчина залил полный бак на 3000 рублей банкнотами банка приколов. А в Яндере женщина избила 2 гражданок. Еще досталось машине и дому. Об этом и не только расскажем прямо сейчас. Здравствуйте, это «Хроника происшествий», в студии Зелимхан Калоев. И вначале краткий обзор самых важных событий недели. Горькая статистика и ошибки, на которых не учатся. В страшной аварии погибли дедушка и его 2-годовалый внук. Кто виновен? Точка в громком деле. Суд в Ингушетии приговорил к 6 годам колонии женщину, которая издевалась над девочкой. Постой, паровоз, не гони, водитель. Расскажем о вопиющих случаях ДТП с участием легковушек и грузового поезда. Не продано. Тхабаирды оказался в зоне риска. В Ингушетии пресекли попытку продать древнейший христианский храм. Злого зелья тяжкий плен обращает счастье в тлен, а еще уничтожает и убивает все на своем пути. У жителей Назрани изъяты наркотики. А теперь подробно об этих и других происшествиях. Страшная авария произошла в сельском поселении Нижние Ачулки. 2 погибших и пострадавших, в числе которых и маленький ребенок. ДТП произошло на улице Шоссейная примерно в 8:30. По предварительным данным, водитель, управляя транспортным средством марки Mercedes-Benz, в нетрезвом состоянии совершил столкновение с автомобилем марки BMW, в котором передвигались 4 членов семьи Картоевых. 2 из них погибли на месте, включая 2-годовалого ребенка. Остальные были доставлены в Малгобекскую ЦРБ. Пассажиры и водитель данного транспортного средства BMW были доставлены в РКБ города Малгобек. К сожалению, 59-летний пассажир и 2-годовалый ребенок скончались при доставлении в отделение города Малгобек. По данному факту проводится проверка. Смертельная статистика. На этой неделе произошло сразу 2 страшных ДТП. Не исключено, что за время этой записи, а может быть прямо в эти секунды, произошло еще несколько. Таковы суровые реалии и ошибки, которые никого ничему не учат. Почему ради нескольких минут опоздания или адреналина люди обрекают себя на погибель? И какие самые частые нарушения приносят непоправимое горе? Не будет лишним напомнить. На территории Республики Ингушетия с начала текущего года зарегистрировано 182 дорожно-транспортных происшествия, из которых у нас 58 человек погибло, 329 человек получили ранения различной степени тяжести. С участием детей в республике совершено 22 дорожно-транспортных происшествия, из которых у нас 5 детей погибло, 24 получили ранения различной степени тяжести. Конечно же, с прошлогодним годом статистика в нашей республике, конечно же, ужасает. Это ежедневные ДТП, это ежедневные раненые, это, конечно же, дорожно-транспортные происшествия, которые вот буквально на этой неделе потрясли нашу республику. Это смерть маленького ребенка, это смерть обоих родителей, да, которые, наверное, все уже слышат. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем нашим автолюбителям. Самое главное, что вы можете сделать, пожалуйста, соблюдайте скоростной режим. Потому что вовремя увидев, допустим, вообще вовремя остановиться, это то есть предостеречь дорожно-транспортное происшествие. Поэтому лучше предотвратить, чем уже, как говорится, хоронить. Поэтому я считаю, что вся наша беда – это в скоростном режиме. Если мы будем ехать тихо, в соответствии с дорожными знаками, у нас все будет хорошо. Но наши водители, к сожалению, нас не слышат, не хотят нас слышать. Но мы призываем, мы будем проводить мероприятия. Я надеюсь, что хотя бы из 100 человек нас услышит хоть один и примет наши пожелания, наши просьбы. Я думаю, у нас наладится все. Виновна. Точка в громком деле. Тетя Аиша Ажигова и ее сожители Сунжинский районный суд вынес приговор. История 7-летней девочки 1,5 года назад всколыхнула всю страну. От родственников ее забрали покалеченной. Дело велось под личным контролем главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и детского омбудсмена России Анны Кузнецовой. В совершении преступления обвиняют также и сожителя Маки Ганиевой Ису Марзиева. Показания против него дала не только девочка, но и сама Мака. Малолетняя Аиша прожила с тетей и
ее сожителем под одной крышей больше года. Это время для девочки стало жестоким испытанием. Поначалу женщина, пытавшая Аишу, отрицала свою вину. С ее слов, все травмы ребенок получил сам. После возбуждения уголовного дела все-таки признала, что избивала ребенка. Однако обвиняемый Исам Марзиев свою вину и причастность до сих пор отрицает. Ганиева Мака, скажем так, не захотела одна идти по этому делу, и, соответственно, она дала показания против своего сожителя. Интересный факт. В 2010 году Ганиева получила первый срок. Инцидент случился на дороге. Совершая обгон на «Газели», Ганиева нарушила ПДД и легонько подрезала Ниву. Женщина ускорилась, чтобы скрыться с места. Но водитель легковушки решил восстановить справедливость и устроил погоню. Когда они все-таки остановились, началась неприятная перепалка с криками и бранью. Ганиевой надоело решать вопрос словами, и она взялась за нож, который всадила оппоненту в живот. Экспертиза установила, что пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью. Отчасти помогло женщине избежать тюремного заключения ее примирение с потерпевшим и признание вины. Что касается последнего уголовного дела, по словам представителей Следственного комитета, расследование было морально тяжелым. Вина Маки и Исы, заявляют, была очевидна, но сотрудники провели большую работу по установлению всех обстоятельств дела. Социальная справедливость восстановлена спустя 2 года. Итоговый вердикт о виновности озвучен. Суд приговорил Макку Ганиеву к 6 годам реального лишения свободы общего режима, а ее сожителю Исему Марзиеву дали 2,5 года в колонии строгого режима. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом А части 3 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью группы лиц по предварительному сговору. Следствием и судом установлено, что осужденная в декабре 2018 года поселила 7-летнюю племянницу по месту своего жительства в городе Сунжи, где она проживала с сожителем и двумя своими малолетними детьми. В период с декабря 2018 по июль 2019 года родственница ребенка и ее сожители систематически истязали девочку, в том числе из-за совершения незначительных провинностей. В результате действий злоумышленников здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. Предъявленное обвинение нашло своего подтверждения в судебном заседании совокупностью представленных государственным обвинителем доказательств с учетом позиции государственного обвинителя, а также личности подсудимых, с учетом материала уголовного дела, суд вынес приговор. В своих показаниях осужденные толком не смогли объяснить, чем вызвана жестокость в отношении девочки. Побои оправдывают балованностью ребенка. Несоразмерность причиненного вреда и ее поведение доказывают, конечно, эти видео. Осужденная Мака Ганиева, родная тетя Аиши Ажиговой, после вынесения приговора не может сдержать эмоции. На вопросы журналистов отвечать не стала. Вы так поступали? Пару слов можно. За все это время не хотелось попросить прощения у девочки? Сделали? Вы ничего не делали? А кто тогда издевался над ребенком? Напомню, что гособвинение запрашивало для тети девочки по отцовской линии 8 лет колонии общего режима, а для ее сожителя 8 лет строгого режима. Аиша тем временем продолжает проходить реабилитацию. С ней до сих пор работает целая команда специалистов. Сейчас девочка проживает с биологической матерью и родными братьями. На дорогах гибнут не только люди, но и лошади. Ночью 20 ноября на окраине сельского поселения Нестеровское местный житель, управляя автомашиной «Лада Гранта», совершил наезд на лошадь, выбежавшую на проезжую часть. После столкновения автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП молодой человек госпитализирован в травматологическое отделение Сунжинской больницы. По данному факту проводится проверка. Бесплатно, но не безопасно, а еще и противозаконно. Самовольные подключения к коммунальным сетям, в частности к газопроводу, чреваты серьезными последствиями, напоминают абонентам специалисты «Газпрома». Прецедентов в виде пожаров и отравлений не сосчитать. О некоторых мы рассказывали вам в предыдущем выпуске. Газ, конечно, достояние народа, но пользоваться им можно только согласно букве закона. В республике созданы все условия для быстрого, качественного, а самое главное – законного подключения к газоснабжению. Сотрудники «Газпрома» призывают
призывают жителей обслуживать, ремонтировать и подключать газовое оборудование, заключив предварительно договор и с помощью специалистов. Необходимо обратиться в АО «Газпром» с заявкой на подключение технологическое присоединение. У нас в каждом районе располагаются ремонтно-эксплуатационные участки. В них располагается клиентский центр, куда клиент может обратиться, и наши специалисты проведут консультации, какие документы необходимы, срок реализации мероприятий и установленная плата за выполнение мероприятий по подключению объекта капитального строительства к сетям газораспределения. Конечно, при получении заявки наши специалисты непосредственно выезжают на место, определяют техническую возможность подключения, расстояние от точки подключения и соответствующее определяют расстояние от точки подключения. Дело труба газовая. В Плиево у мужчины украли более 100 метров газовой трубы. Неустановленные лица на улице Сухумская, предположительно передвигавшиеся на автомашинах ВАЗ-21099 красного цвета и «Газель» белого цвета, проводившие сварочные работы на этом участке, украли принадлежавшую местному жителю недействующую газовую трубу. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту ведется проверка. Вошел в мечеть смиренно он с поникшей головой, как будто для молитвы, но замысел иной. Инцидент произошел в начале ноября, когда из мечети, расположенной по ФАТ «Кавказ» в районе села Газиюрт, украли ткани, принадлежавшие 30-летнему мужчине. Непонятно, что он с ними пытался сделать, но, наверное, подумал, что в хозяйстве все пригодится. Так вот, 22 ноября сотрудниками ОМВД России по Назрановскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий преступник был найден. Им оказался 58-летний житель Хасавюрта, давший признательные показания. Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мошенничество под видом установки пластиковых окон. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Малгобекске обратилась 28-летняя жительница села Сагапши с заявлением о том, что 23 июля неустановленное лицо разместило рекламу по производству и установке пластиковых окон и дверей в Инстаграме. Заявительница связалась по телефону с мошенником. Мужчина, как ни в чем не бывало, приехал и путем обмана под предлогом установки пластиковых окон и дверей незаконно завладел ее деньгами в размере 15 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. В Верхних Ачулуках мошенник расплатился за горючее купюрами банка приколов. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Малгобекске поступило сообщение от диспетчера АЗС «Грант» о том, что неизвестный, передвигавшийся на неустановленной автомашине путем обмана и злоупотребления доверием, расплатился за приобретенный бензин 3 сувенирными банкнотами достоинством по 1000 рублей и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас ведется поиск приколиста. Доверять не стоит даже своей тени. Не хочется в это верить, но мошенники на каждом шагу. История, в которую сложно поверить. Некоторые люди настолько потеряли совесть, что умудрились украсть приданное невесты. Представьте ситуацию. В ваш двор в пятницу приезжают люди, представляются родственниками со стороны будущего мужа и забирают багаж без всякого угрызения совести. 24 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД в Назране задержан 31-летний житель села Яндари, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято почти 4 грамма мефедрона. Между тем задержаны и 2 жителей Назрани, у которых обнаружено и изъята марихуана. В отношении виновных возбуждены уголовные дела. Наркотики, угроза национальной безопасности. Самым распространенным на Кавказе считают так называемый аптечный кайф. Пригабалин, иными словами, лирика, дизоморфин, габапентин, тропикамед. Не медицинский рецепт большой. Подборыжничать, да? نو دل هالش دل قم قريش تعزة تكير حاضن ثاني خليه تيجي وقت كواسج أو رحقة هندسة تدين عدد ثاني سو حد والله تيجيش نعقوش سو قيق وقت ستبين واحد راست سين سيدي غازينا تعرفش اشتراك برسوش نو أكاد ثاني خلينا وكينا تتحمل تغلات. МВД организовал комплекс оперативно-розыскных мероприятий по пресечению поставок и вообще пытаемся взять полностью под контроль ситуацию. Надеюсь, не буду вас преждевременно радовать, но могу пообещать, что в ближайший месяц, 2 максимум,
мы постараемся, мы полностью пытаемся перекрыть канал поступления к нам вот этих сильнодействующих веществ. То есть республику процентом от 30 до 40% мы вычистим от этого. Ситуация с наркотиками во всей стране остается напряженной. Согласно независимому рейтингу по наркотической трезвости, Ингушетия находится на 27-м месте, а по алкотрезвости регион стабильно на 2-м месте, что не может не радовать. Тем не менее, в масштабах маленькой республики статистика пугающая. Так, на учете в психоневрологическом диспансере стоят свыше 1500 человек, употребляющих наркотики. Из них 236 как больные наркомании и 1332 – это потребители наркотиков с вредными последствиями. А в 2019 году у нас было 1546 человек. То есть по сравнению с прошлым годом у нас рост пошел на 22 человека. Взявший чужое не сохранит свое. Установлена личность похитителя телефона iPhone XS Gold. 24 ноября сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Назрани в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту неправомерного завладения неустановленным лицом путем обмана и злоупотребления доверием чужим мобильным телефоном iPhone XS Gold стоимостью 45 тысяч рублей установлено, что в совершении данного преступления причастен ранее судимый житель Карабулака 2000 года рождения. Молодой человек до сих пор не разыскан. ДТП из ряда вон выходящие постепенно переходят в категорию рядовых. В Ингушетии грузовой поезд столкнулся с автомобилем. Все произошло из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителем легковушки. Машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал. На график движения поездов происшествие не повлияло. РЖД призывает водителя автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Но это не первый подобный случай. Летом прошлого года ДТП с участием легковушки и поезда произошло в Назрани. Поезд Назрани. А вот видео, снятое несколько лет назад в Ингушетии. Поезд уступает право движения нерадивым автомобилистам. Это уникальный случай. Такое нетерпение заносчивых ингушских лихачей вызывает скорее сожаление, чем смех. Попытаться проскочить перед поездом значит обречь себя на верную смерть. Это у нас привыкли к тому, что поезда пропускают машин на железнодорожных переездах. Железнодорожный транспорт движется очень крайне редко, но все равно очень опасно. Ни в коем случае нарушать нельзя. Именно на железнодорожном, потому что это чревато опасностями, вы сами знаете. Потому что железнодорожный поезд, он идет, предупреждает, он идет медленно, но его остановить мгновенно невозможно, потому что очень большая масса в своем транспорте. Поэтому крайне осторожно и нужно останавливаться и пропускать. Каждый день почти что ситуация именно приезда. Наконец, даже против движения хачхаки, да, вот, дегордот, ханершвитриште, млилди, харта, млил, нисшнякагу, хивгалга волга, издал волга, маслухам дахук, дегордот ахлат, скишнак. Некоторые водители, дальтоники, там зеленый, красный, не видят абсолютно, даже внимания даже не обращают на эти светофоры. Конечно, перед это опасный участок. Без шлагбаума железнодорожный переезд, стоит знак «Стоп». Он должен остановиться, посмотреть налево, направо, убедиться, потом только должен переезд, железнодорожный переезд. А со шлагбаумами там уже светофоры стоят, и шлагбаум закрыты, там тем более вот. Всего в Ингушетии 4 железнодорожных переезда. То, что это зону риска, понимают не все. Единственный переезд, оборудованный барьерами, находится в центре Назрани. Бравада, лихачество или просто беспечная спешка. Любой подобный прецедент – это прежде всего нарушение закона.
Соло на клавиатуре в целях личного обогащения. Молодой человек, являясь сервисным специалистом магазина «Эльдорадо», внес ложную информацию в систему о возврате ранее приобретенного утюга. Затем похитил 400 рублей и смартфон Redmi Note 7 стоимостью более 12 тысяч рублей. Месяцем позже такую же махинацию он повторил и с возвратом ранее приобретенного телефона Samsung и похитил 20 тысяч рублей. В отношении жителя Назрани возбуждены уголовные дела. В Ингушетии едва не продали христианский храм Тхабаерды, памятник культурного наследия XII века. Информация о том, что территориальное управление Росимущества выставило его на торги, распространилась в соцсетях. Жители республики, осуждая такое решение, писали, что против всяких посягательств на сооружение с тысячелетней историей. В результате мониторинга соцсетей о намерениях управления Росимущества стало известно Ингушскому управлению Федеральной антимонопольной службы. Запросив информацию, антимонопольщики узнали, что храм Тхабаерды выставлен на аукцион. Вмешательство специалистов УФАС предотвратило продажу. Храм был снят с торгов. Специалистами антимонопольного органа были направлены запросы информации. И после изучения материалов стало известно о том, что храм на торги был выставлен региональным управлением Росимущества Республики Ингушетия. Согласно постановлению Российской Федерации, разрешается передача объектов культурного наследия в аренду для проведения восстановительных работ, но с соблюдением определенных условий. Например, эта процедура должна быть согласована с Министерством культуры. Вместе с тем было установлено, что условия, изложенные в постановлении Росимуществом Республики Ингушетия, не выполнены. На момент рассмотрения дела храм Тхабаерды был снят с торгов. Поэтому оснований для принятия мер антимонопольного реагирования отсутствовали. Однако за допущенные нарушения виновные должностные лица в кратчайшие сроки будут привлечены к ответственности. По поручению главы Республики Ингушетия этот вопрос изучила, и позиция однозначно такова, что ни один памятник, который расположен на территории Джараско-Асинского музея-заповедника, не может быть отдан в частные руки или либо в собственность, либо в аренду. И в этом отношении позиция принципиальная. Все памятники, которые располагаются на территории Джараско-Асинского музея-заповедника, и будь то регионального значения или федерального значения, в данном случае федерального значения, должны грамотно, юридически грамотно сопровождены необходимыми документами. Это непременное условие. Это есть сегодня проблема. И я думаю, что те памятники, которые являются в собственности Росимущества, они действительно примут все необходимые меры, чтобы каждый памятник был документально, грамотно, юридически оформлен. Это очень серьезный вопрос, потому что иначе мы будем сталкиваться с проблемой, да, будучи уже, так сказать, пользователями этих памятников, мы не сможем участвовать ни в программах государственных, не сможем никакие юридические действия совершать в плане того, чтобы сохранять эти памятники или их консервировать, реставрировать и так далее. Поэтому я рада, что мы достигли консенсуса, и думаю, что это будет первый и последний случай такого рода. Сейчас устанавливаются обстоятельства попытки продажи и решается вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц управления Росимущества. Какие-либо комментарии по этому поводу достать у ведомства у нас не получилось. Есть женщины в ингушских селениях. В Яндере побоям подверглись две гражданки, машина и дом. Был первый натиск ее страшен, мог бы сказать, первый муж Натальи Николаевны Гончаровой. Доведись солнцу русской поэзии оказаться на медне на Звездной улице в селе Яндере. 21 ноября в приемное отделение ИРКБ обратились 30-летняя жительница Арамхи и 49-летняя жительница Яндере. В ходе выезда следственно-оперативной группы МВД России по Назрановскому району установлено, что в этот день жительница
жительница Яндари в ходе внезапно возникшей ссоры причинила телесные повреждения пострадавшим. Выйдя из этой, без преувеличения сказать, результативной атаки, женщина, имея в руках неустановленный металлический предмет, зашла во двор к мужчине, разбила заднее стекло припаркованного автомобиля «Лада Гранта» и стеклопакет окна домовладения. По данному факту проводится проверка. Самый главный вопрос – зачем? Это были самые громкие происшествия за минувшие 7 дней. Помните, за каждым преступлением следует наказание. Банально, но факт. А я с вами прощаюсь. Увидимся в этой студии ровно через неделю.